Правительство Южной Осетии одобрило отчет об исполнении государственного бюджета за 9 месяцев текущего года. Как отметил министр финансов Дзамбулат Татаев, доходы бюджета составили 6 миллиардов 457 миллионов рублей, расходы 5 миллиардов 921 миллион рублей. По итогам 9 месяцев параметры бюджета составили по доходам 6 миллиардов 457 миллионов рублей, что составляет 70,1% бюджетных назначений. И по расходам составило в сумме 5 миллиардов 921 миллион, что составляет 63,25% от бюджетных назначений. Налоговые и неналоговые доходы государственного бюджета за 9 месяцев составили 1 миллиард 288 миллионов рублей, то, что мы называем своими собственными доходами. И в процентном соотношении они составили 66,4% от бюджетных назначений. Сегодня же Кабмин одобрил программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи населению в 2026 году. Министр здравоохранения Суслан Нанев подчеркнул, что программа направлена на обеспечение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг для жителей республики. Константин Александрович, уважаемые коллеги, программа разработана в соответствии с законом об основах охраны здоровья граждан Республики Южной Осетии, определяет гарантированный объем оказания бесплатной медицинской помощи населению. Устанавливает виды и условия бесплатной медицинской помощи, перечень заболеваний, категории граждан, нормативы, объемы финансирования, целевые показатели, а также перечень медорганизаций и жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также обеспечивает доступность, качество и равные условия получения медицинской помощи для граждан Республики Южной Осетии в 2026 году. Кабинет министров Южной Осетии единогласно одобрил изменения в постановлении правительства, касающиеся установления окладов по типовым воинским должностям военнослужащих Государственной службы охраны. Разработан в целях исполнения указа президента Республики Южная Осетия от 4 ноября 2025 года. Проектом предлагается установить типовые оклады по воинским званиям и предлагаем распространить настоящий по вступлению в силу предлагаем распространить правоотношения с 4 ноября 2025 года для того, чтобы смогли оплатить соответствующий зарплат. В ходе заседания Кабмин принял и кадровые решения. От занимаемой должности по собственному желанию освобождена замминистра здравоохранения Алла Чучева. И сегодня же правительство утвердило назначение Николая Кукоева на должность заместителя руководителя службы государственного ветеринарного фитосанитарного надзора Югоссельхознадзор. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.